Эти красивые, счастливые, амбициозные молодые люди сегодня получат диплом об окончании университета. Они еще не знают, что их ждет впереди. Об этом они подумают завтра. А сегодня они встретятся с одногруппниками, вспомнят старые добрые времена. Нотки грусти не испортят им праздника, ведь к этому они шли столько лет. Каждый год в начале июля актовый зал университета напоминает столичный кинофестиваль. Зал полон одетыми по последней моде студентами. Девушки ничем не уступают кинодивам. В этом году самым популярным образом оказался греческий, а юноши, как и полагают светским львам, важно щеголяют в строгих костюмах. Но в отличие от кинофестиваля, где награды получают лишь избранные, здесь каждый будет удостоен долгожданного красного диплома. Ведь сегодня здесь собрались лучшие из лучших отличники 2012 года. Традиционно на сцене звезды студенчества. Бессменная ведущая Ляйсян Талибуллина и Булат Зинуров. Они тоже выпускники этого года. За годы обучения они стали не только высококвалифицированными специалистами, но и профессиональными ведущими, практиковавшись на фестивалях «Студенческая весна» и «Студенческая осень». Сегодня, в день вашего триумфа, вы получите диплом красного цвета, подтверждающий вашу высокую готовность служить великой профессии учителя. До долгожданных дипломов рукой подать, а вручать их будет лично ректор. Магистры, бакалавры, специалисты запомнят эту торжественную минуту на всю жизнь. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что вы с честью показывали, что студент – это человек, все время стремящийся к знаниям. Вы стремились к знаниям и показывали образцы отношения к профессиональному труду. Мы гордились вами, и мы будем гордиться вами всегда. Несмотря на летнюю жару, родители даже из отдаленных районов приехали поздравить своих детей. Венера Химатовна приехала из Абзелиловского района. Для нее большая честь видеть, как ее дочь Земфира получает диплом с отличием. Большое спасибо декану ихнему университету, что она у нас выучилась так на отлично. Ну, я благодарна. Самое отрадное – видеть активистов университета среди отличников. Эти студенты, кроме того, что были участниками творческих коллективов, находили время и на учебу, и на науку. Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем. Я ни о чем не жалею. Я поступила в этот университет, потому что я всегда мечтала стать специалистом в области культуры. И в этом мне помог мой факультет и мои любимые преподаватели. Поступив в университет, я преследовал цели стать специалистом в области своего образования по профилю биологии, потому что биология мне с детских лет нравилась. В течение обучения я ни о чем не пожалел. Я активно участвовал во всех мероприятиях вузов. Если пойду в школу, у меня также есть сертификат, при котором я могу вести свои вокальные ансамбли, ставить свои концерты, и вести такую же активную жизнь. Поступая на первый курс, я очень сильно боялась, но оказывается, не надо было бояться. Тут чудесные учителя, чудесные руководители, профессура, замечательный ректор Эльмир Ваевич Садуллин. Я тут ходила на вокальный ансамбль «Алтынай», узнала себя с другой стороны, училась на отлично, пыталась успевать везде, и мне тут очень сильно нравится, даже не уходить неохота. Традиционные ритуалы, получение трудовой книжки, ключа от детских сердец, внесение имен лучших студентов в книгу почета университета были соблюдены и в этом году. Как и на всех мероприятиях, на которых чествуют победители, перед вторым учебным корпусом была расстелена красная ковровая дорожка. Но на этом праздник не закончился. На каждом факультете проводилось свое вручение, теперь уже синих дипломов. Студенты факультета башкирской филологии к этому событию подошли творчески. Свой прощальный вечер они постарались сделать незабываемым. В этом году 20 человек заканчивают университет, факультет башкирской филологии, получили диплом с отличием. Но, естественно, это высокий показатель. Вот поэтому этот курс отличается тем, что они не только показали свои знания в области учебы, учебной деятельности, но и в области науки, спортивной деятельности, творческой деятельности.
Трое студентки являются солистками ансамбля «Вариация». Это не только факультетского, но и даже университетского уровня. И недавно они выступили в Санкт-Петербурге, так что их знают не только Уфа, но и Россия, скажем так. Да, каждый выпуск уникален, и университет никогда не забудет своих студентов. Даже спустя много лет, несмотря на профессии и занимаемые должности, они останутся теми, кому университет в течение 5 лет служил и домом, и семьей, и источником знаний.